Каныш Сатпаев бесспорно выдающаяся личность. Его заслуги и любовь к нации оставались примером для нас. Он был уважаемым и состоявшимся ученым с точки зрения всего мира. И сегодня мы с вами поближе познакомимся с одним из самых выдающихся представителей казахской научной интеллигенции. Биография Каныша Сатпаева началась 12 апреля 1899 года. Мальчик появился в Павлодарском уезде в семье уважаемого и образованного Бие Имантая и его второй жены Алимы. Назвали ребенка Габдул-Гани. Мать ласково звала Каныш, а в школе за ним навсегда закрепилось имя Каныш. Начальные знания Каныш Сатпаев получил в школе родного аула. Затем было русско-казахское училище в Павлодаре, которое с отличием он окончил в 15 лет. Новой образовательной ступенью Сатпаева стала Семипалатинская учительская семинария. Молодой Сатпаев готовился поступить в вуз, но начались проблемы со здоровьем. Доктора обнаружили у молодого человека туберкулез. Этот недуг ранее омрачил детство Сатпаева, забрав жизнь его матери, когда ему было всего 2 года. Пришлось отодвинуть планы и отправиться домой на лечение. Образованного 20-летнего юношу назначают председателем Казкультпросвета, избирают народным судьей в Баянауыльском районе. Здесь в 1921 году произошло знакомство, которое дало иное направление всей жизни Сатпаева. На лечение к умысам в эти края приехал ученый Михаил Антонович Усов. Он увлек юношу рассказами о значении полезных ископаемых. После этого Каныш Сатпаев стал студентом технологического института в Томске, где через 5 лет получил диплом горного инженера. Работать отправился в Атбасарский трест, с которым связаны дальнейшие 15 лет его трудовой биографии. Сатпаев, изучая местность как геолог, по ряду признаков предположил, что запасы меди здесь большие. Он открыл месторождение, которое было весьма перспективным, но для его освоения требовалось расширить старый завод и создать вспомогательную инфраструктуру. На этом пути возникали препятствия, которые Каныш Сатпаев настойчиво преодолевал. Всесоюзный совет народного хозяйства не признает выводы молодого инженера, после чего Каныш Сатпаев добивается приема у председателя Госплана СССР Крыжановского и убеждает его увеличить объемы исследовательских работ. Позже он обосновывал свои предложения и перед наркомом тяжелой промышленности Орджоникидзе. Нужны были дополнительные средства. Их удалось добыть у трестов, заинтересованных в меди. На уровне Академии наук СССР Сатпаев доказывал возможность и необходимость осваивать месторождения. После его доклада Академия наук поддержала идею строительства Джесказганского объекта в третьей пятилетке, а позже такое решение было принято на государственном уровне. К 1940 году строительство железной дороги и водохранилища завершили. За прорыв в освоении природных богатств Казахстана Каныш Сатпаев был награжден орденом Ленина. В начале Второй мировой войны в СССР возник острейший дефицит марганца. Каныш Сатпаев сделал предложение по освоению обнаруженных ранее запасов марганца в Джизды. Рудник был построен в течение 40 дней, а в июне 1942 года уральские заводы уже работали с добытым в Джизды сырьем. Коллектив получил сталинскую премию. В 1940-е годы Сатпаев прославился как авторитетный организатор науки в КАЗ-СССР. С 1941 года его назначили заместителем председателя филиала Академии наук СССР. Вскоре он получил орден Ленина за успехи в развитии КАЗ-ФАН. Ученый обосновал важность организации Национальной академии наук, подготовка к которой началась в 1944 году. Академию наук КССР открыли в начале лета 1946 года, а выдающегося геолога избрали ее первым президентом. В послевоенные годы по стране прокатились новые репрессии. Коснулись они и Каныш Сатпаева. Многочисленные комиссии требовали уволить ряд казахских ученых, на что президент Академии наук не дал согласия. Тогда его самого обвинили в ряде нарушений и сняли с поста в ноябре 1951 года. Но он остался руководителем Института геологических наук. При нем учреждение стало крупным центром, изучающим минеральные ресурсы Казахстана, а в научной среде СССР третьим по значению после Московского и Ленинградского институтов. После изменения ситуации в СССР дело Каныша Сатпаева пересмотрели и его вновь избрали президентом Академии наук Казахстана. В конце 50-х, начале 60-х годов 20 века ученого избрали депутатом Верховного Совета СССР, делегатом 21 и 22 съездов КПСС. Умер Каныш Сатпаев 31 января 1964 года на 65-м году жизни от туберкулеза, преследовавшего его всю его жизнь. И стоит добавить, что до самой смерти он работал, не покладая рук. Даже кратко описанные этапы биографии ученого дают представление о масштабах его научной деятельности и о том, насколько велик был его вклад в развитие страны. Подробнее об этом расскажут такие достижения.
В результате исследовательских работ определено, что запасы меди на этой территории превышали 2 миллиона тонн. Англичане ранее оценивали их в 60 тысяч тонн. В то время разведанные запасы считались самыми крупными на планете. Обосновывая свою позицию, Сатпаев написал около 40 научных работ. Чтобы добраться до этих запасов, понадобились не только знания, но и энтузиазм и настойчивость ученого. Он в разных высоких инстанциях сумел убедить в своей правоте тех, кто принимал решения. Ханыш Сатпаев упорно проводил геолого-разведочные работы, добился разрешения бурить скважины даже зимой. Для этого приходилось согревать установки в 40-градусный мороз, накрывая их юртой. Научная деятельность была оценена, и в 1942 году Высшая аттестационная комиссия присвоила ученому степень доктора наук в сфере геологии и минералогии. При непосредственном руководстве Ханыша Сатпаева составлялась карта полезных ископаемых Казахстана. Для этого разработали комплексный метод, составили рабочие макеты. Сам метод лег в основу нового направления в геологии – металлогении, а Сатпаева считают основателем этого направления и создателем особой казахской школы в геологии. Карта, составленная в институте, проверялась на точность, обсуждалась на научных конференциях и была признана наиболее достоверной. За нее группу ученых наградили Ленинской премией. В середине 50-х ученые республики проводили исследования эффективного использования природных ресурсов. За мобилизацию научных институтов на освоение целинных земель президента Академии наук отметили наградой – орденом Ленина. Это был третий орден Сатпаева. Центральный Казахстан испытывал острый дефицит воды, что замедляло экономическое развитие региона. Было предложено соорудить канал, чтобы перевести в эту область часть вод Иртыша. Как влиятельный ученый, Сатпаев продвигал этот проект в высших союзных инстанциях. Сегодня канал Иртыш-Караганда носит его имя. Научная деятельность Ханыша Сатпаева не ограничивалась геологией, с которой связаны его основные труды. Есть не следующие интересные факты. Во время обследования местности в 1935 году он обнаружил камень с надписью, оставленной Тамерланом в XIV веке. Эта ценная археологическая находка находится сейчас в Эрмитаже. Интересовали ученого каменные изваяния, которые встречались в степи, а также наскальные рисунки. В геологических экспедициях ученый записывал народные песни, поэмы. Он изучал и издал эпос «Едыге». Занимаясь педагогической деятельностью, Сатпаев написал учебник. Это была алгебра для школьников. Ученый всегда испытывал гордость за свой народ. Широко известен его ответ Черчиллю во время встречи с ним в составе делегации депутатов Верховного Совета. Известный политик спросил, все ли казахи такие богатыри, на что Сатпаев ответил, что он самый маленький, а народ выше него. Память о выдающемся ученом увековечена в названиях улиц, научных и учебных заведений. В стране есть город Сатпаев, а в космосе именем ученого названа планета. Один из новых минералов получил название сатпаевит. ЮНЕСКО участвовала в праздновании его столетнего юбилея. На родине торжественно отметили и 120-летие со дня рождения знаменитого ученого. Его коллеги особо отметили, что сегодня ВВП Казахстана формируется в значительной степени благодаря открытиям, которые сделал Ханыш Сатпаев. На этом видео заканчивается. Текст этого видео был основан с статьи на сайте Нор.kz. Для вас рады были стараться Сатыбалдык Кадырали и Артем Колесников. Большое спасибо за просмотр. Всем пока!